Прошу всех встать. Провозглашается резолютивная часть решения Конституционного суда именем Кыргызской Республики. Резолютивная часть решения по делу о проверке конституционности статей 243, 251, 253 нормативного положения абзаца 1 части 1 статьи 256, выраженного словами «следователь после ознакомления с материалами уголовного дела участников процесса и разрешения ходатайств составляет обвинительный акт», части 6 статьи 296, части 2 статьи 403, части 3 статьи 412 и пункта 3 части 2 статьи 421 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в связи с обращением Айткулова Икрамиддина Назировича, представляющего интересы Бакиева Курманбека Салиевича. 11 апреля 2025 года, город Бишкек. Конституционный суд Кыргызской Республики в составе председательствующего Сконбаева, судей Айдарбековой, Бубукеевой, Душеева, Джолдошевой, Касымалиева, Кадырбаева, Шашиналиева, пресс-секретаря Мамуталы Кызы с участием обращающей стороны Айткулова Икрамиддина Назировича, представляющего интересы Бакиева Курманбека Салиевича, стороны ответчика Исранова Самата Хаштубековича, постоянного представителя Джохар Кеңеша в Конституционном суде Кыргызской Республики, третьих лиц Молдубаева Алмазбека Тавалдыевича, постоянного представителя президента и Кабинета министров в Конституционном суде, Сапьянова Маргариты Насаркановны, представителя Верховного суда Кыргызской Республики по доверенности, Джаркымбаева Аязбека Долосбековича, постоянного представителя Министерства юстиции в Конституционном суде, Тохтакунова Кумарбека Кадырбековича, Карабаева Тимура Эднановича, представителей Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики по доверенности, Сабырова Хуанычбека Сабыровича, Курваналиева Бексултана Курваналиевича, представителей Государственного комитета национальной безопасности по доверенности, Абдралиева Аргена Турумбековича, представителя Министерства внутренних дел Кыргызской Республики по доверенности. Руководствуясь частями 1-2 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, статьями 4, 17, 40, 45 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности статьи 243, 251, 253 нормативного положения абзаца 1 части 1 статьи 256, выраженного словами «следователь после ознакомления с материалами уголовного дела участников процесса и разрешения ходатайств составляет обвинительный акт», части 6 статьи 296, части 2 статьи 403, части 3 статьи 412 и пункта 3 части 2 статьи 421 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, заслушав информацию судьи-докладчика Кадырбаева, пояснения сторон и третьих лиц, а также исследовав материалы дела, руководствуясь пунктом 2 части 2, частями 4-5 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, статьями 48, 49, 52, 53 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, Конституционный суд Кыргызской Республики решил признать статьи 243, 251, 253 нормативное положение абзаца части 1 статьи 256, выраженного словами «следователь после ознакомления с материалами уголовного дела участников процесса и разрешения ходатайств составляет обвинительный акт», часть 6 статьи 296, пункт 3 части 2 статьи 421 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, не противоречащими преамбуле части 1 статьи 1, части 2 статьи 24, части 3 статьи 59, частям 1-2 статьи 61, частям 2-3 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики. Второе. Признать часть 2 статьи 403 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, не противоречащие части 1 статьи 61, части 3 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики в той мере, в какой ее действие не распространяется на приговоры суда первой инстанции, вынесенные в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 296 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Признать часть 3 статьи 412 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, противоречащие части 1 статьи 1, частям 1-2 статьи 61, частям 2-3 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики в той мере, в какой содержит в себе отсылочное нормативное положение на пункт 1 части 2 статьи 296 Уголовно-процессуального
Кодекса Кыргызской Республики. Кабинету министров Кыргызской Республики внести соответствующие изменения в действующее правовое регулирование, вытекающие из настоящего решения. Решение окончательно обжалованию не подлежит. Вступает в силу с момента провозглашения. Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц и подлежит исполнению на всей территории республики. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти, на официальном сайте Конституционного суда Кыргызской Республики и вестнике Конституционного суда Кыргызской Республики. И как стало уже традиционно, Конституционный суд очень сложная резолютивная часть. Его сразу, как говорится, определить или осознать довольно сложно. Но основные мотивы, почему Конституционный суд пришел к такому решению, прошу выслушать. По итогам рассмотрения дела Конституционный суд пришел к следующим выводам. Формирование и укрепление правового порядка в демократическом государстве основано на безусловном соблюдении и реализации принципа неотвратимости наказания за любое правонарушение, независимо от того, кем бы оно ни совершалось. Только своевременное, неотвратимое наказание виновных создает у граждан представление о незыблемости существующего правопорядка, укрепляет веру в справедливость и мощь государственной власти, уверенность в том, что их жизнь, здоровье, имущество, права и интересы будут надежно защищены. В связи с этим Конституционный суд считает, что применение заочного уголовного преследования, включая заочное предъявление обвинения и последующее направление дела в суд, является допустимым, но в строго определенных случаях. Эти случаи должны быть обусловлены тем, что лицо преднамеренно уклоняется от правосудия и целенаправленно покинуло Кыргызскую республику. А предпринятые компетентными органами исчерпывающие меры, включая международно-правовые механизмы по его экстрадиции, оказались безрезультатными. Таким образом, заочное производство не представляет собой произвольный элемент уголовного процесса, а напротив является исключительным инструментом защиты публичного интереса в обеспечении правопорядка и неотвратимости наказания. При этом заочный приговор суда первой инстанции позволяет консолидировать все доказательства и свидетельства, предотвращая их утрату со временем, а также своевременно защитить права и интересы потерпевших. Кроме того, он выполняет важную превентивную функцию, формируя у каждого, включая лицо, уклоняющееся от правосудия, осознание неизбежности наказания. Помимо этого, наличие судебного приговора существенно увеличивает возможности привлечения международных институтов для поимки обвиняемого. Вместе с тем, Конституционный суд отметил, что несмотря на отмеченную бесспорную важность предназначения заочного производства, нельзя забывать о том, что даже при условии предоставления государством гарантий, в том числе возможности защищаться при помощи адвоката, они не могут полностью компенсировать отсутствие самого обвиняемого. Только его личное присутствие в судебном заседании может обеспечить подлинную состязательность и равноправие сторон, возможность оценить обстоятельства дела и доказательства с точки зрения позиции и аргументов самого обвиняемого. Соответственно, любому осужденному в заочном порядке, при условии прибытия на территорию Кыргызской Республики, независимо от того, он добровольно решил предстать перед судом, или же это стало результатом работы компетентных органов, он должен иметь реальную возможность на пересмотр дела с его непосредственным участием. Такое правовое регулирование демонстрирует приверженность принципам правового государства и гарантии справедливого правосудия, а также полностью соответствует международным стандартам и устойчивой практике большинства демократических государств в мире. Законодатель, предрешая подобные ситуации, установил в части 6 статьи 296 порядок безусловной отмены заочных судебных актов в апелляционном порядке и проведения нового судебного разбирательства. Однако реализация этого замысла становится невозможным ввиду того, что законодательство позволяет придать заочному осуждению окончательный характер, допуская их пересмотр в заочном порядке в высших судебных инстанциях, что фактически закрывает путь к новому судебному разбирательству с участием обвиняемого. В этом случае рассмотрение заочных судебных актов в апелляционных и кассационных инстанциях утрачивает не только правовой и практический, но и конституционно оправданный смысл.
Таким образом, для достижения целей заочного уголовного судопроизводства, как исключительной формы реагирования на уклонение лица от правосудия, вполне достаточно реализации процедур, предусмотренных на досудебной стадии и в рамках разбирательства в суде первой инстанции. Поскольку именно на этих этапах обеспечивается выполнение ключевых задач, достижение результата уголовного преследования при невозможности обеспечить явку обвиняемого, фиксация доказательной базы и вынесение приговора в разумный срок. Что касается пресекательного срока апелляционного обжалования, часть 2 статьи 403 УПК, Конституционный суд отмечает, что его регулятивная сила не может распространяться на заочные приговоры суда первой инстанции, как это имеет место в традиционном понимании апелляционных и кассационных инстанций. То есть фактически было принято решение, единственное, которое было признано противоречащим, это возможность пересмотра приговоров судов первой инстанции в апелляционном порядке, потому что в этом нету ни практического, ни правового, ни конституционно оправданного смысла. И тем более в этом случае не срабатывает тот механизм, который давно законодатель заложил, причем исходя из международных стандартов, когда сказал, что если устраняются обстоятельства, указанные в части 2 статьи 296, то есть где сказано в части, причем мы конкретно указали только пункт 1, мы второй не затрагивали, пункт 1, где сказано, что обвиняемый уклоняется и находится за пределами Кыргызской республики, то есть в этом случае, если он появляется, то в апелляционном порядке заочные судебные акты отменяются и назначается новое судебное разбирательство. Решение Конституционного суда понятно сторонам государственным органам. Вопросы есть? Можно сегодня получить резолютивную часть? Я думаю, можно. Заседание Конституционного суда. Вопрос? Я правильно понял, что теперь заочное решение, вынесенное апелляционной инстанции, не может быть предметом рассмотрения кассации? Апелляция не может рассматривать. Смысл какой? Апелляция – это пересмотр судебного акта по каким-то, где нету, а если самого обвиняемого нету. Но почему смысл в первой инстанции? Во-первых, правопорядок, во-первых, публичный интерес, да? Неотвратимость наказания. Каждый даже где-то находится, он должен постоянно находиться под угрозой, он должен понимать, что он не избежит наказания. Вот в чем смысл приговора первой инстанции. Дальнейший пересмотр уже не имеет такого смысла. Но если он возник, он должен иметь право на пересмотр своего дела уже с собственным участием. И, как сказано, не только в наших и вообще во многих, скажем, ну, таких рассуждениях судебных, да, имеется в виду в судебных актах, международных судебных актах, ЕСПЧ, как раз говорится о том, что несравнимо судебный процесс и обеспечение состязательности несравнимо непосредственно с участием, когда это происходит, обвиняемого. Или это делается как бы, скажем, в заочном порядке, когда, ну, скажем, формально выполняются принципы отправления правосудия, то есть обеспечивается защита, да? Защита. Вот, в общем-то, здесь самое главное, нужно учитывать то, что вот это все, оно соответствует международным стандартам и международным судебным органам в том числе. Есть еще вопросы? Заседание Конституционного суда объявляется закрытым.